В общем, классика живая. Вообще Бога не экзамен когда будет? Конечно. Записываешь про Здесь хозяин. поддержку Кридабар. Поддержку Кридабар. А вы вот здесь и сидите. Все, садитесь, да. Главное, отвязить. Так, это место. Ну, я так и не поняла. Нет, я попозже. Я так и не поняла. Где вы? Расскажу. Тогда здесь. Только в библиотеке, А он здесь. Нет. А он? Нет. Ну, я посмотрел. Давайте начнем. Команда, как экземпляра 2 есть, у меня осталось. Начинайте. Посмотрим, как Sevgisiz, qadrli do'stlar, buyuk qardoshlar, xayrli kech. Benim ismim Gulnara, bilmayman, shtabning koordinatori. Biz bugun kecha shunday bizni chaqirdik. Bunda bizning bugun востоковед, дипломат, писатель Юлдус Нуриевич презентация книги была «Выдающие мусульманские ученые 20 века». Мне хам biz bugun bizning молодежьni chaqirdik, shuning uchun bitini bizda shu. Bugun bizning ko'p ведущий ул Ахат Газизович, ул bizning bu kishini davom etdi. Anları biz yigitler, bolalar Кадрлы дуслар, дорогие друзья, я буду вести на русском языке, потому что я пишу стихи на русском языке, говорю на русском языке, а татарский язык только знаю бытовой. Но это не умаляет того значения, которое сегодня произойдет в этом прекрасном зале. Я хочу вам представить первое. Это Юлдус Нуриевича Халиуллина, выдающегося востоковеда по образованию, дипломата по профессии. Ведь он 40 лет проработал в системе Министерства иностранных дел. Он был в Пакистане вице-консулом многие годы. И, естественно, его труды, а у него более 40 книг об ученых, о великих ученых Востока. И вот эта книжка, которую вот я вам показываю сейчас, называется «Выдающиеся мусульманские ученые 20 века». Он сам расскажет о этих трех величайших представителей мусульманского мира. Это тут и физики, и философы, и люди, которые вносили в Восток свои знания и свои открытия. Один из них – это лауреат Нобелевской премии Абдусалам и его близких друзей, крупного юриста по международным, профессора Зафруллы Хана и экономиста-практика Ахмада. Всех, конечно, мы не знаем многие, тем более молодежь не знает, да и многие и те, кто не вращается в кругах дипломатов, в кругах физиков, тоже могут их не знать. И я думаю, что тот труд, который Юлдус Нуриевич внес в наше время, оно неоценимо. Поэтому я с большим удовольствием и преклоняясь перед его трудом, перед его знаниями, он знает много иностранных языков, поэтому передаю ему слово. И первое, что я прошу, после того, как он расскажет об этих ученых, расскажет о том, как он создавал эту книжку, пожалуйста, приготовьтесь задавать ему вопросы.
Сүзне татарча Татарча. әйтергә кирәк. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Бу сезгә барысы да аңлашылырга, ишетелергә тиеш. Әлегә әйттеләр татарча сөйләшергә кирәк дип. Без сөйләшәбез. Ну, без сөйләшәбез татарча. Bir cümleni әйткәчтен, bir-iki сүзне әйткәнчен урыс сүзләрен куштырабыз. Мин шулай сөйләшергә яратам. Бернинди башка телнең сүзләрен куштырмаенча гына берничә җөмлә әйтеп, бер 15-20 минуттан сөйләр идем. Но ныгытып төшеп җитенмәсез, төшенеп җитмәсез дип уйлыймын. Аннан соң китап бит язылган урыс телендә. Китап язылган урыс телендә, шуңа күрә урысча сөйләшергә туры килер и сезгә әйтергә туры килер. Бу ничек булып чыкты? Бу мин әйткәнчә бер 10 ел Пакистанда яшәдем. Вице-консул, консул СССР, Карачи, крупнейшем городе Пакистана, где 15 миллионов населения, столько же, столько Москва. Во время пребывания там, в начале, когда я работал вице-консулом, в конце 60-х годов, посол, советский посол, который находится на севере, иптәшләр, анда яшьләр үзара сөйләшеп утырырлык булсагыз, аның кызыгы юк иде, мин анда һәр сезгә хәзер кычкыра алмыйм шул кадәр. Теләгез булмаса, тыңламагыз, теләгез булса, тыңлагыз. Шулай әйтмәкче идем. Вот, во время работы консулом СССР в Карачи, посол Советского Союза Сарвар Азимов позвонил мне, сказал, что сейчас заедет в Пакистан из Индии небольшая группа, делегация депутатов Верховного Совета СССР. Из 3 человек, 2 женщины и мужчина. Пожалуйста, проводите их, работайте с ними из Карачи в Лахор, из Лахора в Исламабад. Расстояние между Карачи и Лахором 800 километров. Лахор – это культурный центр Пакистана. И поехали. И там очень хорошо. Один день мы побывали в Лахоре. Правительство Панджаба, это крупнейшая провинция Пакистана, население 80 миллионов человек. Между прочим, 2 года тому назад там побывал президент Татарстана Миннеханов, заключил определенный контракт о сотрудничестве между Панджабом и Татарстаном. Правда, после этого уже премьер-министра сняли, там новые люди появились. Вот мы поехали, и правительство Панджаба устроило. Я рассказываю, каким образом я подошел к книге. Там во время пребывания устроили прием. Во время приема ко мне подошел 6 наших делегатов. Во время приема ко мне подошел крупный пакистанский писатель, лауреат Ленинской премии международной Фаиз Ахмед Фаиз. Я его хорошо знал, я с ним встречался в Москве, Карачи, Ташкенте, Лахоре. Он говорит, нам надо сейчас уйти с приема. Я говорю, почему? Потому что в Лахорском университете выступает крупнейший физик, крупнейший пакистанский ученый. Я говорю, о чем он будет говорить? О квантовой физике. Я говорю, разговор идет на урду. Я говорю, я ведь особенно не разбираюсь в квантовой физике. А писатель говорит, я вообще не знаю, что такое квантовая физика. Но поедем, узнаем, послушаем. Мы поехали. Это была блестящая лекция. Эту лекцию читал профессор Лондонского университета. Одновременно он был главным научным сотрудником президента Пакистана. И он читал о квантовой физике наполовину на урду, наполовину... Термины все были, конечно, английские, блестяще почитал. А потом я должен был быстро уехать. Я с ним... Он меня представил к Абдусаламу. Я полторы-две минуты с ним разговаривал, потом я уехал. Как только приехал в гостиницу, мои делегаты, депутаты Верховного Совета СССР на меня набросились. Вы оставили на приеме, уехали куда-то. Я говорю, по нужным делам. Мы доложим послу через
сейчас мы будем весловать и доложим послу, что вы оставили нас от них. Ну, я попросил же пакистанцев отвезти их. Я говорю, пожалуйста, докладывайте. Я приехал с ними в Исламабад. Они сразу пожаловались на меня. Вот то-то, то-то, господин Халиуллин нас оставил то-то, то-то. Я говорю, товарищ посол, я вам объясню. Я говорю, пожалуйста, пожалуйста. Я ему подсунул послу проект телеграммы за подписью посла о том, что Абдус-Салама, этого крупнейшего физика современности, необходимо немедленно рекомендовать в качестве почетного члена Академии наук СССР. Он сказал, хорошая телеграмма, проект, подписал, отправили. Отправили в Москву, МИД и Академию наук СССР, и это совпало с подходом, с рекомендацией академика Бакалюбова, который был директором ядерного центра в Думпе. Он друг был Абдус-Салама, он тоже рекомендовал. И Абдус-Салам в 1971 году стал за 8 лет до получения стал членом, почетным членом Академии наук. Вот такая история. Потом меня перевели из Пакистана в другие страны, жил. Это работал первым секретарем посольства СССР в Бухаресте, а потом в Непале, в Шри-Ланке, в других странах. Это занимало около 30 лет. Все это подзабылось, когда вышел в отставку с дипломатической службы. Моя жена, которая вот здесь сидит рядом, говорит, что что-то у тебя там накопилось много каких-то желтых бумаг, газет, справок. Ты их посмотри, если они тебе не нужны, я их выброшу. А я начал смотреть. Да. А я начал смотреть, нашел свои справки в Абдус-Саламе. Сел быстренько, за 2 дня написал 2 статьи, московскую газету одну, а вторую журнал, глянцевый журнал «Персона». Сейчас не знаю, выходит или нет. В этой быстренько опубликовали мою статью об Абдус-Саламе. Там мои справки были и портреты опубликовали. Причем моя статья о квантовой физике, о Абдус-Саламе оказалась рядом с статьей Сергея Петровича Капица, крупнейшего, доктор физика, математического профессор. Профессор Капица пишет о гуманитарных делах, о демографии. Он любил последние годы жизни о демографии писать. А я, гуманитарий, пишу о квантовой физике. Мне это было приятно. Потом Капиц уже ко мне обратился, говорит, вы не дадите какую-нибудь, интервью небольшую. Я дал ему небольшое интервью об Абдус-Саламе, и тем кончилось. И кончилось. Прошло 30 лет после этого. 30 лет. Понимаете? И потом после того, как я видел впервые Абдус-Салам, 30 лет прошло, когда написал, у меня захотелось, я показал одному другу своему, бизнесмену, представителю малого бизнеса, Исламову, Ваязу Исламову, я говорю, вот такую статью написал, хочу книгу написать. Для этого, я говорю, надо поехать мне в Лондон, потому что он был профессором Лондонского университета. Imperial College of the London University. He had been about 35-40 years there as a professor, Абдус-Салам. And it was, I'm sorry, я прошу извинить, я что-то перешел в Лондон университет на английский. Но я посмотрел, я отправил свою статью, перевел ее, которая в персоне была опубликована на английский язык, Лондонский университет. Я попросил у них пару книг об Абдус-Саламе, чтобы написать книгу. Они говорят, немедленно, через неделю мне прислали мне приглашение в Лондонский университет, когда я уже в отставке, денег особенно не было, а моя дочь работала, нормально работала. Папа, поезжай, я тебе куплю билет Москва, Лондон, Москва. Я поехал и там неделю побывал и познакомился с сыновьями Абдус-Салама, которые живут в Лондоне. И один из них, у него была 2 жены, неразведенные, 2 жены. Одна жена пакистанка, они оба жили в Лондоне, другая жена, Луиза Джонсон, англичанка. У него было 6 детей, 4 от первой жены, 2 от
второй женой, они дружно жили все, дружно жили. Да, две жены, никак не ругались, все это нормально. И младший сын от второй жены, Луиза Джонсон, Омар Салам, меня пригласил в Кембриджский университет. Кембриджский университет. Я попросил, чтобы там показал, потому что отец начал свою службу, учение с Кембриджского университета. Кембриджского университета я забыл, вот он какой. Это моя третья книга. Лауреат Нобелевской премии Абдус-Салам. Абдус-Салам. Это моя вторая книга. Вторая книга, первая книга вышла здесь, в Москве. Вторая книга Академия наук Татарстана выпустила. И третья книга об Абдус-Саламе, я перевел ее на английский язык. Вышла, вы знаете где? В ядерном центре, крупнейшем ядерном центре России, в Дубне. Написал, предисловие написал директор крупнейшего этого центра Сисакян. Он читал на русском языке, а потом, говорит, я подпишу, он подписал в 2010 году, эта книга вышла на английском языке, это уже третье издание, а потом четвертое издание в Казани опять. А вот то, что я презентую, куда он делся? А, вот здесь, уже это уже пятое издание, это пятое издание. Так, только что получил из Лондона 500 экземпляров вышло, уже сейчас его нет, я пару штук прихватил, кому кто занимается физикой, отдам. Недавно получил из Лондона сообщение, что эту книгу 3000 экземплярах выпустили в Лондоне для того, чтобы распространить эти книги для мусульман Западной Европы.